ребята, добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts, и с вами я, Джама. Сегодня, как я вам и обещала, будет видео вопросы и ответы, и чуть-чуть теговое видео. Я, правда, делала уже видео такого рода где-то 1,5 года назад, это был TMI, но на этот раз я решила сделать побольше, потому что я знаю много новых подписчиков, много новых моих друзей, которые еще не все знают обо мне, так что я сделала немножечко апдейт, можно сказать. Кстати говоря, если ты еще не подписался на мой канал, обязательно подпишись сейчас. И, конечно же, если ты хочешь быть всегда со мной на связи, я постоянно в Инстаграме. Лучше фоллоу меня в Инстаграме, Jumpkin_Donuts. Я всегда там. Там у меня и история, там, и фотки, все новое, что происходит, я всегда выкладываю в Инстаграме первым, потом уже на YouTube. Так что не забудьте добавить меня в Инстаграме. Я в Инстаграме попросила всех вас задать вопросы, и, конечно же, эти были вопросы от моих новых подписчиков, от моих старых подписчиков, но я хотела немножечко здесь добавить, чуть-чуть рассказать о себе, потому что есть другие вопросы, которые, может быть, вы не фолловите меня в Инстаграме, вы мне не задали, но у меня есть вопросы, которые постоянно на YouTube в комментариях. Так что я, конечно, отвечу на эти вопросы первым. Итак, начнем, наверное, с базовых вопросов, например, там, как тебя зовут, сколько мне лет, потому что я знаю, у новичков, моих новых подписчиков, как бы нету никаких идей, откуда я, кто я, они знают только, что я делаю мейкап, так что чуть-чуть побольше вопросов, да? Как меня зовут? Меня зовут Джама, полное имя Ай Джамал. Многие думают, что меня зовут Джамиля, на самом деле Ай Джамал, и все меня называют Джама. Мои лучшие друзья называют меня Jumpkin, Jumpkin, либо же Джама, Jumpkin, Джама, вот так. Виталик меня называет Джамик, да. Сколько мне лет? Мне лет 24. О май гад, 25 будет в апреле. О май гад. Окей, скоро будет 25. Я старею. Ладно, я всегда чувствую себя подростком, честно. Когда слышу эти цифры, когда я озвучиваю, я в шоке. В общем, в апреле мне будет 25, а так сейчас 24. Мой знак зодиака Овен. Почему мой канал называется Jumpkin Donuts? Потому что я обожаю Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts везде есть, в Америке, в Корее, там во всей international, можно сказать, международный бренд. И я помню, почему мне Dunkin' Donuts всегда запоминался. У меня есть любимый актер, наверное, ваш тоже любимый, это Ли Мин Хо. Я помню, когда Ли Мин Хо рекламировал Dunkin' Donuts, и с тех пор у меня ассоциация Dunkin' Donuts, это как Ли Мин Хо. Там, не знаю, очень красивая такая реклама, там, где Ли Мин Хо просто пьет кофе, то донатс кушает, короче, очень классная. И с тех пор мне понравился Dunkin' Donuts, и так как все люди мои близкие друзья называют меня Jumpkin, так как меня зовут Джама, и так и получилось, что Jumpkin Donuts, как Dunkin' Donuts, Jumpkin Donuts. Так что, не знаю, просто хорошая игра слов и запоминающаяся, и я решила сделать Jumpkin Donuts. Где я работаю? Я работаю в Sephora, я работаю Beauty Studio Coordinator, это я координатор, главный визажист, можно сказать, магазина Sephora, моей Sephora, где Флорида находится, в моем городе. Я являюсь главным визажистом, я координирую, делаю аппоинтменты для мейкапа, можно сказать. И, в общем, я визажист, и в то же время советую, что купить, потому что, вы знаете, в Sephora есть очень много косметики. Там не только бренд Dior, там есть Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Giorgio Armani, Too Faced. Все бренды есть в Sephora в одном большом магазине. Так что мы делаем обычно мейкап, потом то, что мы используем, люди могут купить сразу же, вот такой вот большой магазин. Я в основном делаю мейкап именно в Sephora на работе. Кто я по национальности, которую все везде задают? Я кыргызка с Кыргызстана, я из Бишкека города, я могу даже сказать 10-й микрорайон. В общем, я из Бишкека, страна Кыргызстан, и я кыргызка. Многие думают, что я казашка. Другой часто задаваемый вопрос, который мне постоянно задают, где ты выучила английский и почему у меня английский хороший. Английский. Я изначально ходила на курсы у меня в городе, в Бишкеке, где-то 5 лет назад. И у меня был очень такой... Были курсы, называется Юг-2, и они очень конкретно учили английский. Я бы сказала, я не потянула разговорный английский, но я точно потянула грамматику, я точно потянула быстроразговорность, мы быстро-быстро читали, что наш язык привыкал, что-то такое, но мы никак не разговаривали с американцами, поэтому, когда я приехала сюда и начала разговаривать по-английски, были чуть-чуть затруднения, потому что американцы все-таки разговаривают по-другому, а нас учат прям официально разговаривать по-английски, а на самом деле американцы могут там лентяйничать в словах, то, что они не все произносят, они иногда
очень коротко говорят что-то. Так вот, а конечно же я подтянула конкретно английский уже разговаривая с настоящими американцами, с американцами, потому что когда с ними разговариваешь, у тебя уже язык сам по тебе подстраивается. Другой вопрос, который мне часто задают, почему у меня акцент. Я не знаю. Я не знаю, про какой акцент вы говорите. Я не думаю, что у меня есть акцент. What the fuck? Я не знаю, может быть, я чуть-чуть перемешиваю английские слова, может, из-за этого. К этому причина это, наверное, мой муж, потому что Виталик вырос здесь, и он постоянно смешивает русские слова с английским, и так как я постоянно с ним, и у нас такой разговор, что мы перемешиваем слова русский, английский, и я иногда слова и даже не замечаю, что я говорю на английском. Хотя многие девочки думают, что я выпендриваюсь, разговариваю по-английски, думаю, нет, ребят, просто здесь зависит от того, что кто тебя окружает. Меня окружают американцы, я окружает мой муж здесь, и здесь нету никаких кыргызов, так что теперь я перехожу в Инстаграм и буду отвечать на все вопросы, которые вы мне задали. Итак, начну с самого первого. Задает вопрос Айдай Макеева, говорит, какое у тебя гражданство? У меня гражданство, кыргызское гражданство, у меня нету американского, потому что у меня всего лишь грин-карт. Грин-карт это просто тебе дает жизнь здесь, а гражданства у меня нету. Я до сих пор являюсь кыргызским гражданином, кыргызской гражданкой. Второй вопрос, как ты стала визажистом, самоучка или ходила на курсы? Как я стала визажистом, это, наверное, если пойти 6 лет назад, 7 лет назад, я ходила первый раз, когда я попробовала учиться краситься, я пошла вообще там на модельную школу. В модельной школе, получается, учили только базовый. Например, модели должны уметь делать макияж на себе, так что мы учили делать макияж на себе. Я помню, у меня были курсы. Если вы живете в Бишкеке, вы, наверное, ее знаете, визажистка офигенная, ее зовут Ирина Федоренко, она офигенный визажист. Вот, у меня были первые курсы, это она меня научила, как делать на себе мейкап. С тех пор я начала интересоваться и реально любить и делать макияж на себе. А потом поехала. Потом я начала работать в компании Эйфория, в ЦУМе, которая связана, я работала в фармасии. Там тоже бренд турецкий, и мы там уже любовь к мейкапу началась. Тогда уже началась уже самоучка. А как я стала визажистом профессиональным уже как сейчас, это, наверное, благодаря Сефоре, потому что когда ты работаешь в Сефоре, они тебя учат. Как бы у меня уже было базовое образование, тем более я самоучка, я уже много чего знала, а вот именно стать профессиональным, это уже Сефора. Конечно, не прям Сефора, они там не прям учат, как тебе красить, как тебе это делать. Они просто тебе учат, какой продукт, как нужно использовать, потому что там же много брендов. Они просто показывают, как их нужно использовать, а я практикую каждый день на клиентах. У нас очень много клиентов, каждый день у нас трафик ужасный, очень много людей приходит, уходит в магазин, и мы делаем мейкап на них. Я стала, наверное, профессиональным визажистом благодаря практике. Это не то, что там кто-то учил и там глядел, что я делала. Это я как практиковалась, тестировала, можно сказать, экспериментировала на людях, делала каждый день мейкап и просто руку набила себе. Дальше уже пошло моя креативность, начала, а если добавить вот это, а если вот это сделать, а если то. Потом уже поехала, руку набила и все. Я вот уже работаю в Сефоре 2,5 года, к этому времени уже получилось так, что руку набила, уже нормально могу сделать мейкап, определить у тебя какой тон, могу определить, какой мейкап тебе пойдет, на какие глаза что пойдет. Конечно, это практика, и самое главное, это страсть, любовь к макияжу. Если ты обожаешь красить, обожаешь вот эту косметику, трогать это все, это много чего занимает, чтобы стать профессиональным визажистом. Если ты не любишь косметику, если ты сама не любишь носить макияж, как ты будешь делать другому человеку макияж? Вот это очень важно, чтобы ты умел на себе делать, любить это, что точно так же можешь обвести это на другом человеке. Да, это очень важно. Третий вопрос от Айдай. На какую камеру ты снимаешь? Моя камера Sony Alpha 6000. Ладно, по-русски. Sony Alpha 6000. Да. Sony Alpha 6000. У меня офигенная камера. Я уже с ним 3 года. Обожаю мою камеру. Она у меня mirrorless, получается, она не зеркалка, но она наоборот лучше, чем зеркалка. Вот так. Лучше, чем зеркалка, и можно хорошие фотки снимает, но на видео самое шикарное, я обожаю мою камеру. Кстати, у меня есть
когда я только начинала видео делать, вы можете даже посмотреть, там ужасно, я не умела настраивать свою камеру, там ужасно снималось, короче, слишком цветное, слишком мутное, короче, я не могла настраивать, но я считаю, что независимо какая камера, если ты умеешь настраивать, если ты умеешь пользоваться камерой, любое видео, любое фото будет офигенным. Вот это что я точно поняла. Потому что весь канал мой сделан с этой камерой. Вы можете даже заметить мое начало и мой сейчас, да, какие видео я сейчас делаю, какие видео я до этого делала. С одной и той же камерой, просто я научилась, как пользоваться камерой в конце. И, конечно же, настроить научилась, и, конечно же, это освещение, это самое главное, это благодаря моим вот 3 друзьям освещение. Вот такое у меня получается. Так что да, если ты умеешь пользоваться камерой, все будет идеально. Следующий вопрос это от Аида 94. Привет, а можно, пожалуйста, попросить видео с рассказом о том, какие кисточки и для чего вы пользуетесь? Аида, наверное, зовут тебя Аида. Да, Аида я уже делала, уже готовила такое видео, оно уже у меня на канале, можешь здесь кликнуть. Называется, ну, короче, не то, что называется, там я рассказываю по все кисточки, которые у меня есть, для чего я использую, для чего нужно, и я советую вам, какие кисточки вам нужны. Так что обязательно кликни это видео, я там объясняю поподробнее. Следующий вопрос, когда вы снова встретитесь с Алиной AJ? Вопрос от Anidem HS. С Алиной AJ, так, Алина, тебя назвать AJ, это уже старая. С Алинкой мы собираемся встретиться ко дню моего рождения, но я еще не решилась, куда мы хотели. Я хотела в Лас-Вегас отметить там, но у Алины учеба, а потом это. Ну, короче, мы еще не решились, но мы должны встретиться весной. Да, мы должны встретиться с ней весной. То либо она ко мне приедет, то либо я к ней поеду. И следующий вопрос от той же девочки. Ее зовут... у тебя тут нет имени. Ее зовут, короче, Anidem HS. Есть ли у вас в планах взять отпуск и прилететь на время в Кыргызстан? Конечно, есть планы, просто у меня планы никак не совпадают с планами моего мужа. Мы должны так сделать, чтобы совпало, чтобы мы поехали, потому что у меня Виталий постоянно работает, у него свой бизнес, и он не может просто взять и оставить свой бизнес и уехать на 3 недели, потому что если я полечу в Кыргызстан, я точно должна на месяц, потому что, во-первых, билеты дорого стоят, и ты не можешь просто так взять на неделю только поехать. Мы должны поехать хотя бы на месяц. Так что это зависит, как мы сделаем, как-то организуем здесь так, чтобы Виталик смог со мной поехать. Не знаю, мы должны что-то придумать, но есть планы. Конечно, есть. Следующий вопрос от Джапарова. Сколько времени вам пришлось привыкнуть к жизни за границей, взрослой жизни? Времени заняло, я скажу, примерно 2 года. Реально привыкнуть, потому что первый год обычно ты начинаешь только узнавать, понимать, что такие люди существуют, что люди, которые не такие, как ты, у них разные обычаи, разные, как бы, у них разное видение на жизнь, у них разные планы на жизнь, ты начинаешь их осуждать в первый год, ты начинаешь осуждать так, типа, как люди вообще живут так. Ты начинаешь первый год всех осуждать, думать то, что ты, о боже, хорошо, что я жила вот так, или же просто ты начинаешь просто узнавать про новых людей, новую культуру, новые люди, да, американцы. Это первый год. Второй год это занимает, чтобы ты реально уже начала не осуждать их, а принимать их, какие они есть. Второй год, когда я только начала общаться, вначале про какие обычаи я говорю. Например, некоторые люди здесь живут просто только живут. У них нет никаких планов, у них нет такого, что, например, мы обычно деньги копим, потом хотим вот это купить, а они, получается, живут себе, о будущем вообще не думают. Не знаю, странные здесь люди, иногда встречаю, странные. Но второй год мне уже стало легче, потому что начала принимать их, какие они есть, я уже не стала осуждать их, начала думать, о, ладно, значит, они как они, знаете. Зависит, конечно, привыкание к чему. Привыкать к еде мне пришлось, как говорится, нелегко, потому что я хотела вкусную еду, как у нас, вот именно вот органика. Здесь в основном, как бы еда, все фастфуд. В какой-то момент я уже так устала, я хотела именно свой, как говорится, кыргызский, нормальный, с нашими ингредиентами, которые чистые и натуральные, да. И реально иногда так скучала. Но потом я уже, как я привыкла к еде, я начала готовить сама. Я уже сама делаю шоппинг-лист и делаю
свою еду, кайнат машорпо, потому что я люблю кайнат машорпо, я обожаю просто. И здесь очень тяжело найти баранину, кстати говоря. Не то, что тяжело, дорого и тяжело. Не все баранину любят, здесь баранину они вообще не кушают. Если есть, то они кушают только ребрышки или что-то такое. Я хочу, конечно, добавить про как я привыкла к влажности. Я живу во Флориде, да, живу во Флориде, и это, получается, юг Америки. Здесь очень влажно. Я, когда прилетела, мне было очень сложно привыкать к влажности, я ненавидела влажность, но я привыкла к влажности уже после 2 месяцев. До этого я ненавидела, но после 2 месяцев я начала понимать, что, нормально. А до этого мне казалось, что я в сауне просто. Такая прям духота, что влажно, душно, и волосы постоянно дыбом, и постоянно, вот только выправлю, потом... И очень я ненавидела. Примерно 2 месяца заняло, чтобы я нормально привыкла. Я уже перестала выпрямлять волосы, я помню. Перестала все что делать, потому что она все равно становилась дыбом. Так что вот, я привыкала где-то 2 месяца. Итак, следующий вопрос. Здравствуй, Джама. Это вопрос от Назик и очень много нулей. Здравствуй, Джама. Вы уехали в Америку с программой Work and Travel? Да, Назик, я приехала сюда с программой Work and Travel. Следующий вопрос от Джапара. Она спрашивает, тяжело ли жить за границей? Я сказала бы нет, наоборот, хорошо, потому что здесь нету такой нужды, как у меня было раньше в Кыргызстане. Здесь все стабильно, ты можешь себе позволить что-то, и ты не думаешь, что мало зарплаты, либо же на что-то не хватает. Здесь ты можешь себе позволить, потому что заработная плата такая, что хватает на все, знаете, вот. Она очень хорошо в балансе идет. Да, конечно, есть один минус, то что мне не нравится то, что мои родные за границей, это когда за границей. Да, я очень скучаю по братишке, я очень скучаю по маме, по папе, по сестре, по племянникам. Вот их мне точно не хватает, только вот единственный минус, то что у меня близких родственников нету здесь рядом. Имеется в виду из моей семьи, не от семьи, от моего мужа, а от моей семьи. Вот чего не хватает мне здесь, а так жить за границей мне нравится. Виталику, моему мужу, хоть он живет уже сколько лет, ему не нравится Америка, ему нравится Азия. И именно как Корея, как Таиланд, ему хочется жить там. А я говорю, я не хочу в Таиланд, я хочу жить здесь, мне нравится Америка. Он такой, что тебе нравится Америка? Не знаю, он, наверное, уже подустал от Америки, я еще не подустала, мне здесь нравится. Да, особенно большие города мне очень нравятся, как Лос-Анджелес, как Л.А., Майами, да, мне такие большие города нравятся. Я не могу видеть. Окей, ладно, вопрос от МГ. Та же тема про акне и хорошие средства. Как у тебя кожа осваивалась здесь? Акне у меня изначально было, хоть и не было по всему лицу, но хотя бы обязательно выйдет у меня на лбу, у меня всегда был акне постоянно вот здесь. Потом, я помню, позапрошлом году, не позапрошлом году, в прошлом году у меня стало вообще хуже, я не знаю, это гормональное, что-то у меня аж вот можете даже вот здесь меня посмотреть, у меня как бы шрамы остались от того, что у меня раньше было. У меня никогда на лице акне не было, у меня всегда было то ли здесь, но в прошлом году стало вообще хуже, акне начало находиться вот здесь аж, начинать выходить большими-большими и болючими. Я думала, все. Если на щечки вышли, это означает капец мне. И вот я решила сходить к дерматологу. Я поехала к дерматологу, она посмотрела мою кожу и сказала, что, девочка моя, это просто adult acne. Обычно как бы акне бывает для подростков, это как бы акне для взрослых. Оно это нормально, это обычно выходит после 24 лет. Я такая думаю, о боже, как раз у меня 24, и у меня взрослые акне. Я думаю, я, конечно, не поняла, чего она говорила, но я сказала, ну ладно, дай мне что-нибудь. Вот, и мой доктор прописал мне таблетки и все, которое только доктор может прописать, дерматолог, потому что здесь, в Америке, как вы знаете, нельзя просто пойти в аптеку купить все. Там нужно обязательно рецепт от доктора, как говорится, лицензированный. Она мне прописала умывашку, которую нужно использовать утром, treatment, получается, чтобы помазать, мне прописала вот такой крем, это, как можно сказать, бальзам. И там, получается, бензоилпероксид, гель с процентом 3,75. Это очень большая доза. Короче, все, что она мне прописала, она идет, получается, большой дозой, чем обычно можно купить в аптеке. Так что она мне прописала умывашку, таблетки, которые нужно 2 раза принимать, как бы, чтобы изнутри тоже лечить. И чтобы на кожу сверху наносить, она мне прописала гель, чтобы использовать днем. Это получается вот этот, да. И, конечно же, другой гель, это ретинол. Кстати говоря, ретинол это вообще шикарная вещь. Насколько я заметила, в интернете я поискала, вот в русском интернете, где можно найти. Мне кажется, можно купить только онлайн. Я помню,
процентность была очень высокая, так что ретинол обычно очень классная вещь. Ретинол обычно стоит где-то $100, но так как у меня медицинская страховка, мне обошлось чуть-чуть поменьше, где-то 38 всего лишь. Но обычно ретинол это очень дорого, но реально работает. Так что вот, ретинол я использовала перед сном. Я вам скажу, моя кожа осваивалась капец к этому тритменту, получается, лечению. Первый месяц у меня кожа шелушилась, красная была, капец. Я помню, мне пришлось делать видео для Mimibox, и у меня кожа была все еще красная. На видео, конечно, незаметно, я попыталась все скрыть, но моя кожа, я помню, такая красная, как будто бы вот горит и шелушилась, получается, новая кожа выходила, а эта кожа как будто бы она сбрасывала. Короче, мне пришлось пережить это 1,5 месяца, но потом уже моя кожа привыкла к этому лечению, 3-й месяц уже был идеально, моей коже было намного лучше, уже много чего исчезли. Вот, в течение 3 месяцев у меня кожа стала намного чище. Еще вопрос от Касымова AV. Привет, Джама, я недавно переехала в Майами, Флорида. Новый климат, жара и влажность стали причиной акне. И еще от солнца, надо кожу защищать. Очень нужен совет, хочу купить дневной крем с SPF, но при этом не вызывающий акне. Я тебе скажу, Касымова AV, я не знаю, как тебя зовут. Знаете, я не знаю, почему у меня, когда я покупаю крем с SPF, у меня кожа закупоривается, имеется в виду поры, и потом у меня акне начинается. Из-за этого я тебе посоветовала вот то, что я делаю, купить отдельный дневной крем и купить отдельный SPF крем. У меня, например, обычный крем у меня Tidal, это Sunday Riley, вот такой. Я использую ее днем и вечером, и у меня есть отдельный крем, это Sunscreen, называется с SPF 50+. Это очень классный, я купила ее в Mimibox, примерно такой. Что мне нравится, она вообще как бы не липнет на лице, она очень легкая, она хорошо растворяется и высыхает быстро, что потом мейкап нормально идет. Я использую SPF 50, я не могу использовать 35, я думаю, что 35 мне мало, поэтому я использую очень-очень вот такой классный. Она быстро, знаете, растворяется, исчезает на руке быстро. И пахнет хорошо, пахнет очень свежо. Не знаю, классно. В общем, да, я посоветовала тебе отдельный крем и, конечно же, отдельно SPF. Потому что, когда ты покупаешь крем с SPF, обычно они идут с SPF 15, SPF типа 25, но если ты живешь в Майами, тебе нужно больше, чем 25. Тебе хотя бы нужно 40. Да, потому что я думаю, что в Майами солнце ярче, и думаю, там может заболеть очень будет. Итак, следующий вопрос от Nice to meet you, Анастасия. От Анастасии. Привет, Анастасия! Можешь больше рассказать про новые кисточки, которым ты пользовалась в новом туториале? Они сейчас стали трендом, интересно будет послушать в них сравнение с обычными для мейкапа. Нужны ли они? Какие именно? И так далее. Спасибо. Спасибо и тебе тоже, Настя. Ты, наверное, говоришь про вот эти кисточки. Если хотите отдельное видео про эти кисточки, я сделаю, мы можем сравнить, конечно. Кстати говоря, если вы согласны с Анастасией, если вы хотите такое же видео про эти кисточки, обязательно прокомментируйте у меня внизу. Я обязательно сделаю, если вы все хотите. Следующий вопрос. Сколько лет ты замужем и какая ваша история любви? Вы отличная пара. Спасибо огромное. Мы замужем. Мы женаты уже сколько? 3 года, 3,5 уже получается. Ну, 3 года, округляем. 3 года и наша история любви. Наша история любви не такая прям вау. Я скажу то, что он был моим лучшим другом в начале, мы были лучшими друзьями, а потом дружба хорошая превратилась в любовь. И вот, мне кажется, я поподробнее про свадьбу, про мои отношения, про мужа я рассказывала на видео, где я рассказываю, как изменилась жизнь у меня в Америке. Так что я оставлю ссылку здесь, вы можете там посмотреть, я там более подробно рассказываю. Просто я такое чувство, что если я начну сейчас рассказывать, все люди, которые уже посмотрели то видео, будут говорить, а мы уже это слышали. Так что, если вы еще не слышали про эту историю, можете в этом видео посмотреть. Так, следующий вопрос. Кого из актеров или знаменитостей видела, например, Лео, обожаю его? Это вопрос от Ахтолкун. Если честно, я никаких знаменитостей еще не видела здесь. Насколько я помню. Не, я еще не видела. Следующий вопрос. Привет, расскажи, как тебе вообще жизнь в Америке? Возможно, плюсы и минусы. Жизнь в Америке очень хорошо. Зависит, конечно, где ты работаешь, чем занимаешься. Я думаю, жизнь в Америке будет такая, как ты это захочешь.
Если ты не стараешься, если ты ожидаешь все, как будет в Кыргызстане или как будет в России, там, где можно и ты не готов меняться, подстраиваться в Америку, как бы ты должен просто уметь подстраиваться, становиться таким же и идти по течению, как все живут здесь, и привыкать. Поэтому все зависит от тебя. Например, скажем, ты приехал, но у тебя другое видение к жизни, и ты на этом настаиваешь, что, типа, ты не хочешь привыкать, не хочешь подстраиваться ни к чему, здесь очень тяжело будет выжить. Ты должен принять это все, и ты должен начать жить, принимать как все, принимать, как будто представить, что ты уже американец, и ты должен начать уже работать, не ограничивать себя, сказав, что «О, у меня английский плохой», или же «О, здесь же все американцы, у них же такие». Как бы ваши ожидания от Америки вначале, конечно, большие. Думаете, что каждый из них там вау, человек, да? Но на самом деле ты понимаешь потом, что на самом деле они обычные простые люди, хоть и они в Америке живут, они проще простого. Ты подумаешь, потому у нас тоже лучше это делают, знаете. Поэтому изначально не ограничивайте себя, не ограничивайте тем, что ты турист, либо не ограничивайте тем, что «О, у меня же английский плохой». Здесь вообще нельзя ограничивать. Просто нужно подстраиваться, идти просто вперед, делать, как будто бы ты делаешь это у себя в стране. Потому что вначале, когда ты будешь думать, «О, здесь же все по-английски разговаривают, они же больше знают». Нет, американцы не все знают, и ты можешь даже знать больше, чем они. Поэтому ожидания от американцев немножко нужно сделать меньше, и просто идти вперед, как будто ты тоже знаешь, ты много очень знаешь хорошо, у тебя даже образование лучше, чем они, так что просто идти нужно вперед. Ожидания от американцев нужно немножко уменьшить. По-английски это говорится expectations. Я лично раньше думала, что американцы все какие-то, все талантливые, какие-то все умные. Потом я поняла, что не все умные, хотя мы все равные. У меня даже иногда думаю, у меня образование лучше, чем у них. Иногда я думаю, что вас в школе учили. Так что не ограничивайте себя, если вы находитесь в США. Не говорите то, что «Ой, у меня английский плохой». Не говорите я же этого не знаю». Нет, здесь могут и все не знать, но все идут вперед. Представь то, что ты должна просто подстраиваться и начать действовать. Так что вот мой первый совет, если ты живешь здесь. Так что все зависит, трудно ли жизнь в Америке или же легкая жизнь в Америке. Зависит от тебя. Как ты это сделаешь, какой выбор ты сделаешь, потому что от выбора, думаю, очень много чего зависит. Тот же вопрос, в принципе, вопрос от Ханикей говорит: расскажите, Джема, как вы прошли и проходите через испытания, что вам помогало, как вы остаетесь такой же жизнерадостной, несмотря на это. Конечно, испытаний в Америке очень много. Вначале, как я вам говорила, думаешь, языковой барьер, потом культурный барьер, потому что разные люди. Мне, конечно, не то, что помогало мне пройти через это, смотря кто помогал мне пройти через это. Это, наверное, мой муж. Виталик у меня, он, получается, с малых лет живет в Америке, но разговаривает по-русски со мной, потому что он русский. И, конечно, это он мне помогал в основном. Я бы, наверное, воспринимала все по-другому, если бы не он. Так как он живет, это как будто бы он здешний, да, получается. Из-за этого мне через него видеть это все намного легче, и когда какие-то испытания идут, Виталик мне в основном помогает, и Виталик разбирается. Приходит такое какое-нибудь письмо: Айджамал, типа, ты должна заплатить вот это сейчас, сделай кредитку вот так. Я такая думаю: о боже, я, кажется, им деньги должна. Виталик посмотрит и говорит: что, дура, что ли? Это просто реклама. Рекламу тебе принесли в почтовый ящик. Я такая: это просто реклама? Странная реклама. В общем, иногда просто отправляют какие-то, не знаю, скемеры. И, например, как вы остаетесь такой жизнерадостной, несмотря на это? Несмотря на испытания, я становлюсь жизнерадостной, наверное, благодаря вам, ребята. Потому что, когда я делаю YouTube-видео, и я стараюсь, потому что стараться, не то что стараться, хотеть быть жизнерадостной, это другое совсем, чем быть жизнерадостной. Не то, что разница. Имеется в виду, начинается с того, что ты хочешь быть жизнерадостной, потом ты становишься жизнерадостной. Вот что я думаю, когда я делаю видео, когда я создаю какие-то идеи, какие видео мне должны делать, когда я переписываюсь с вами, ребята, на комментариях, вижу, смотрите мои видео, вот это мне реально делает жизнерадостной. И заставляет меня делать побольше видео, думаю: какое видео буду следующее делать, вот это, вот это. Это мне как-то дает мотивацию, дает вдохновение, и я хочу это делать. И я хочу, конечно же, передать эту энергию хорошую, жизнерадостную через камеру, получается, вам. И это такая связь между мной и вами, ребята, что
я чувствую себя жизнерадостной и потом становлюсь жизнерадостной, потому что вы меня мотивируете быть такой. Ну, конечно, я не всегда такая жизнерадостная. I'm happy, I'm happy. У меня тоже бывают такие дни, девчачьи дни, где я хочу просто поплакать, где я хочу просто полежать под одеялом, сказать: дай мне чай, дай мне шоколадку. Есть такие дни, не беспокойтесь, я нормальный человек, как и все, и у меня бывают, конечно, те дни, окей? И у меня бывают гормональные, как говорится, обострения, где говорится, где хочется ругаться, где хочется... Даже на работе бывает, что некоторые люди меня начинают бесить просто так. Да, у меня такие дни бывают, не беспокойтесь, я не всегда такая жизнерадостная. А так, быть жизнерадостной всегда я стараюсь. Мне кажется, это очень важно, когда ты хочешь быть таким человеком. И в конце концов ты становишься этим человеком. Так что да, вот такой ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос говорится: как решила стать блогером? Я решила стать блогером уже давно. Я помню, я только сделала сайт на blogspot.com, мне кажется, я решила просто блог делать. Я просто любила идею, я смотрела разные фильмы, там, где пишут блоги. И я в основном была в интересе насчет блога, то, что нужно писать, рассказывать. А я всегда любила, не знаю, рассказывать про мой день. Я всегда любила рассказывать там что-то интересное, вот, не знаю, как будто бы я книгу пишу. Потом, в то время еще блогинг не такое было популярно, только чуть-чуть начала. А вот как я начала делать YouTube канал, это уже эта идея прошло мне здесь, когда Виталик мне подарил, получается, камеру. Я подумала, начнем. Не знаю, мне просто идея нравилась, то, что нужно разговаривать на камеру, делать свой канал, можно сказать. Как вы знаете, я раньше работала журналистом, у меня было несколько передач в Бишкеке, я была на телевидении, так что я любила камеру. И я знала, что я на камере могу быть сама по себе, не знаю, мне просто комфортно быть на камере. Когда Виталий мне подарил камеру, я знала, что у меня будет свой канал, я буду, получается, директором этого канала, буду хозяйкой этого канала, что никто не может мне ничего сказать, я могу выставлять, что хочу. И изначально я хотела контент, чтобы был разный, но, конечно, у меня было большое желание к мейкапу, потому что я любила мейкап, как вы знаете, я не знаю, просто жить не могу без косметики, так что я начала с косметики, потому что я обожаю косметику. Тем более я подумала, многим будет интересно, какую косметику можно купить в Америке, какую я использую, и вот так и началось, да. Мне кажется, начинается всегда с камеры. Кто-то должен тебе подарить камеру, и ты начинаешь просто болтать на камеру, и вот тебе влог. Влог. Вопрос от Айдана Асанова. Привет, в каких штатах США ты была, и какой штат тебе больше всего понравился? В каких штатах я была? Я была в Нью-Йорке, в Калифорнии, во Флориде, obviously. Во Флориде, Алабама, я была в этом, Луизиана, потому что я была в Атланте. В Луизиане я была в Невада штат, в Неваде, потому что я была в Лас-Вегасе. Знаете, многие люди путают штаты с городами, так что, мне кажется, легче сказать, в каких городах я была, потому что по штатам ты не знаешь, где это. Но я, получается, по городам была в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Вегасе была в Майами, была в Орландо, была в Атланте, Атланта как раз, Луизиана, была в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесе, я уже сказала, ладно. Да. Что там еще? Какой штат тебе больше всего понравился? Мой любимый штат это всегда Калифорния. Калифорния это Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Калифорния мне вообще нравится тем, что у них, хоть и там дорого жить, не знаю, калифорнийские таксы это просто капец. У них там, не знаю, какой процент. Таксы это налоги. Налоги на все, что ты покупаешь, на все жилье очень высокие, чем во Флориде. Поэтому в Калифорнии один минус, что там налоги конкретные, жить дорого, но того стоит, там так красиво. Там, не знаю, мне нравится этот климат. Не так влажно, как у нас, там сухо, но в то же время, ну вот, как на Исыкуле. Получается, днем тепло, вечером прохладно. Мне нравится больше всего, наверное, климат, из-за этого я всегда хочу переехать в Калифорнию. Ты смотришь русских блогеров? Если смотришь, то кого? Это вопрос от Кука Рахматова. Если честно, я не смотрю так часто русских блогеров, потому что я считаю, что русский блогинг как бы для меня странно иногда. Я, конечно, смотрю, я обожаю Катю Клэп, она очень классная, я как человека, я, наверное, очень уважаю ее, она классно делает видео, и, конечно, она уровень, она уже такого уровня блогер, как бы YouTube-блогер, так что с ней никто не сравнится, я ее обожаю, Катю Клэп.
А из таких, как бы, я иногда смотрю Мисс Вики 5, она классная тоже. А вот так прям смотреть кого-то не так часто смотрю. Потому что мне иногда попадается на YouTube, там, бывает же иногда там рекомендуют какие-то странные видео, там, где вот, не знаю, подростки там, меня чуть это не сделали, там, какие-то вот кликбайты, да, как бы, ну, такие кликбайты, какое-то странное фото поставят, и странное такое описание, и ты думаешь, что это такое. И там, не знаю, слишком много драмы. О, с этим случилось, о, с этим встречаются, о боже. Я как-то раз наткнулась на такое, у кого-то там 1 миллион сабскрайберов, да, 1 миллион подписчиков, но все видео какой-то, не знаю, интрига там какая-то, интрига или драма. Я думаю, конечно, интересно смотреть драму, но я уже не подросток смотреть драму, я не смотрю такие драмы. Мне нужны что-то образовательное, где я могу научиться чему-то или узнать что-то полезное. Да, только так. И последний вопрос, это от Агаларова Ая. Как тебе Новый Орлеан? Почувствовала мистику или нет? Новый Орлеан мне очень нравится. Там реально есть мистика. Я, конечно, не было там страшно, но там такие страшные дома, старые. Не такие страшные. Вроде мне кажется, это вот прям такой старый век, что ты находишься в этом времени, и ты думаешь, о боже, какие старые дома. Там старые дома и немножко creepy, получается, там мистичные, страшные. И многие говорят, что в старых домах есть призраки. И там даже бывают эти гиды, да, которые проходят через эти дома и показывают там, где там жил. И иногда бывают призраки, там даже есть у них там музей. Я хотела туда, но Виталик не захотел. Виталик, не знаю, боится, либо просто не любит. Он говорит, я не люблю такое. На самом деле, мне кажется, он боится. Да, мне так кажется. Но мы не сходили, потому что Виталик не захотел, а одной я никогда не пойду, потому что я там умру от страха. Вот, мне пришлось не идти туда. Но я знаю, если я пойду с сестрой или с подругой, я точно пойду туда, и они должны мне показать все места там, где есть призраки. Конечно, нельзя так говорить. Кстати говоря, когда я была в Нью-Орлеансе, я зашла в магазин, называется Voodoo Shop, там, где все практикуют вуду, получается, да, тут для гадалок, там всякое такое, там все такие какие-то специи, там, ну, короче, вуду. Там даже куколки вот эти, которые мы... В общем, я в этом магазине купила книгу, называется Bloody Mary. Смотрите, какой creepy. Называется Hunting's Horrors and Dancing with the Dead. В общем, Bloody Mary, это автор этой книги, она как бы женщина, которая практикует вуду. И она видит призраков, короче, она делает в основном какие-то привороты-совороты. В общем, я эту книгу купила, потому что она рассказывает про свою жизнь, и через что она прошла, и как она стала такой, как говорится, и как она практикует это вуду. Получается, это вся история, как она стала, как она выросла. Здесь она рассказывает, что она жила в Нью-Орлеансе всю свою жизнь, и через что она прошла, и в каких местах она видела призраков, где ей приходилось там помогать людям, там выгнать призраков из дома. Ну, короче, она рассказывает всю мистику города Новый Орлеан. И здесь так страшно, что она рассказывает про всех друзей, там даже есть вот такие фотографии, там есть даже вот такие фотографии с призраками, потому что она фотоет, и она говорит, что в фотках можно видеть этих призраков, так что там непонятно, но вот, например, вот здесь. Там говорится, что там призрак, но я не хочу смотреть, там страшно. Я, короче, только чуть-чуть начала смотреть, мне стало так страшно, я уже перестала читать. Но когда найдется у меня сила, я обратно пойду читать. Здесь очень прикольно, что она дает страшно. В общем, я еще до конца не прочитала, потому что мне стало уже страшно, у меня прям мурашки идут. В общем, эту книгу я купила, чтобы просто почитать вообще, какая жизнь этой женщины. И, кстати, если вы не знаете, город Новый Орлеан, это находится у нас здесь в Америке, это Луизиана. Короче, Новый Орлеан, там, где еще Бейонсе снимала свой, мне кажется, этот Лимонад свой клип, как раз в Новом Орлеане. Почему Новый Орлеан мистический? Новый Орлеан пережил очень много катастроф. И последняя катастрофа это была ураган Катрина, который снес весь город, потопил водой, что там ничего живого не осталось. Но потом, конечно, высохло. И, получается, много людей там умерло. И это была не первая катастрофа, там было очень много катастроф, многие люди умерли там. И там первые, получается, рабы в Америку, вот как черные, да,
Первые рабы именно пришли именно в Новый Орлеан, оттуда началось вот это рабство, много рабов держали, убивали, короче, много плохих моментов было в этом городе. Из-за этого там говорится, что это haunted, типа полон призраков. И поэтому Новый Орлеан считается мистичным, и там как раз практикуют вуду. Да, страшновато, страшновато. Ну вот, эта книга у меня до сих пор, и я никак сил нету, страшно читать. Сама-то купила, чуть-чуть прочитала, мне уже мурашки по коже, там такое рассказывает. И самое главное, все это из правдивой жизни, все, что случилось и реально. Это не просто как бы выдуманная история, а там рассказывают, что реально случилось с ней. Ох, это страшно. Такая. В общем, все, ребята. Спасибо огромное, что посмотрели мое видео. Надеюсь, было интересно. Я ответила на все вопросы, которые вы мне задали. И я, конечно, если у вас есть другие вопросы, вы можете задать под видео. Я попробую сразу отвечать, чтобы догнать, как говорится. Если ты мой новый подписчик, если у тебя появился новый вопрос, обязательно задай, я тебе обязательно отвечу. Так что мы с вами увидимся на следующем видео. Муа!